В Республиканской филармонии готовят к показу таежную сказку. Над восстановлением легендарной постановки Виктора Морозова «Пармамоид» трудится весь коллектив государственного ансамбля песни и танца «Асия Кыа». Ольга Благиных подробнее. 20 апреля на сцене Республиканской филармонии снова «Пармамоид». Таежная сказка будет представлена в полной восстановленной версии. Состоятся также несколько спектаклей для детей в адаптированном варианте. Юные зрители увидят ту часть, которая посвящена истории Коми-края. Бриллиант, проходящий разные стадии отделки. Так отзываются о «Пармамоид» музыканты. Таежная сказка, представленная зрителю в апреле 89-го к 50-летию ансамбля, и сегодня нисколько не утратила своей самобытности и красоты. Виктор Петрович Морозов, автор музыки, режиссер, балетмейстер и постановщик, этот проект считал самым удачным в своей творческой карьере. Органичное соединение зырянских легенд и преданий, фольклора, коми-инструментов и синтезаторов, пластики и символики, пения и хореографии. Он начинал играть жанрами. То есть у него есть и классический хорал в музыке, у него есть и какие-то классические вещи, вот в «Чудинке», например, классическая мелодия. Где-то есть пасторальные вещи, где-то вплоть доходит даже вот, когда танцуют идолы, это вообще рок. Среди людей Йона образовалась, злая ведьма, хитрая колдунья. Повествование в форме сказки привязано ко вполне историческим событиям. Начиная с XIV веке оно ведет в наши дни. Осень, зима, весна, лето – извечный круговорот природы. В каждой картине герои коми-преданий. Мойдыч – сказительница, Щилыч – прообраз русского баяна, народ чуть – с одной стороны. С другой, Виктору Морозову удалось создать свои, неповторимые времена года. Мы пробовали показывать эти отрывки детям, а дети, как вы знаете, это весьма строгий зритель. Если ему что-то нравится, это динамично и красиво, он будет это слушать. Если же для ребенка это кажется скучным, он это воспринимать не будет. Дети это смотрят с большим интересом, они вовлечены в процесс, некоторые из них начинают двигаться вместе с нами, тут же и приплясывать где-то, и подпевать потихоньку. Постановка никогда не была забыта. Последний раз зрители видели ее 5 лет назад. По словам авторов восстановленной версии, это огромный срок для концертной программы. Среди артистов единицы тех, кто помнит ее в первозданном виде. Буквально над каждой деталью сегодня приходится работать с нуля. Взять хотя бы революционное по тем временам решение. Хор должен двигаться. Новое прочтение, уверен худрук ансамбля, пойдет программе только на пользу. Может быть, и стоит на какое-то время программы какие-то забыть, для того, чтобы как-то, может быть, по-новому их воспроизвести в свет, да, потому что зритель обновляется, а артистический персонал тоже обновляется, вот, но материал остается, и как вот мы его преподнесем, может быть, уже в духе нового времени. К работе по восстановлению спектакля приступили в январе, в каждом цехе отдельно. Сейчас уже идут сводные репетиции. Артисты уверены, несмотря на сложности, постановка изобилует сольными номерами, восстановленная версия Виктору Морозову понравилась бы. Ольга Благиных, Тихон Кинев, Вести Коми.